Хочет сказать два слова, да, потому что мы вам давали слово. Ильмяра, вам есть что сказать нам? Да. Я думаю, что если мы будем продолжать вот в таком духе, как сейчас, мы никогда эту программу или передачу не закончим. 100%. Там имело место на самом деле массовое предательство. И это было самым главным, что позволило, как вы начали передачу с вопроса, почему сдали Крым. Крым сдали, потому что все госслужащие, или почти все, когда говоришь все, некоторые Все-таки сдали обижаются. Крым, Ильмяра? Почти все госслужащие оказались предателями. Почти все военнослужащие оказались предателями. Почти все сотрудники СБУ оказались предателями. Почти все сотрудники прокуратуры оказались предателями. Почти все менты оказались предателями. Что было ждать от крымских татар? Ждать, чтобы крымские татары взяли Чтобы мы взяли автомат Калашникова? Такие автоматы, кто тебе их даст? камни, палки, черенки от лопат. И Не, ну мы об этом накликали- должны сказать. Мы должны об этом, накликали эти удар вещи только должны на себя. говорить, да, иначе мы это витает в воздухе. Об здесь этом можно совсем... вспомнить еще о том, что много десятилетий до этого крымских татар как дестабилизирующий фактор рассматривали. Все учения проводили, когда в качестве противника отрабатывались митинги крымских татар. Вот это все вместе взято и позволило сдать Крым. Я призывал к чистоте и точности формулировок, и здесь тоже буду говорить. Я бы использовал бы выражение «подавляющее большинство», а не «всем». Почти все. Да, но или почти все, потому что, вы знаете, особенно когда, условно говоря, когда вы поступили правильно, несмотря на то, что вокруг вас многие поступили неправильно, когда говорят, что и вы такой же, вам это вдвойне, втройне больнее. Я бы рекомендовал бы всем прочитать или посмотреть выступления, свидетельские показания секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинова, когда он недавно давал эти показания на суде против Януковича, он просто приводил статистику. Она, Ильми, ужасающая. Это действительно так есть. И поэтому слава тем, кто выдержал вот это давление, вышел, но по большому счету поле было опустошено, и некому было сопротивляться, или те, кто хотел сопротивляться, им не было кому верить. Первый признак массового предательства был 26 февраля, когда примерно в час или чуть позже убрали милицию с площади полностью. Второй момент, на который я хотел тоже обратить внимание, Могилев должен был поступить так, как через несколько часов после избрания поступил Аксенов. Он сделал заявление, что все, что есть в Крыму, подчиняется мне. Могилев это должен был сделать ночью, когда поступила информация о занятии Совета министров и Верховной Рады.